Широко распространены примеры объяснения слова «Абхазия», где это слово объясняется с помощью мигрельского слова «Абха». Можно ли верить таким объяснениям и как на это смотрит лингвистическая наука? Русское слово «Абхазия» происходит от грузинского слова «Абхазети», которое в свою очередь получено от древнего этнонима «Абаза». Мы рассмотрим морфологически выраженное словообразование и попытаемся ответить на вопрос о достоверности происхождения слова «Абхазия» от мигрельского слова «Абха». Сначала следует разобрать грузинское слово «абхазети» по составу, где выделяются корень, суффикс и окончание. Абхаз – это корень. Это суффикс, который образует географические имена и указывает на место обитания того или иного народа. И это окончание именительного падежа в грузинском языке. После разбора слова по составу осталась главная часть слова – это корень «абхаз». Мы получили корень «абхаз», а не «абха». Когда из корня «абхаз» не впоследствии закономерных фонетических процессов, а умышленно удаляется последний согласный «з» для той цели, чтобы объяснить оставшиеся «абха» с помощью мигрельского языка, в котором слово «абха» означает лопатку, плечо. Это пример народной этимологии. В примерах народной этимологии слово неизвестного происхождения переосмысливается, и его значение связывается на основе произвольного сближения с другими близкими по звучанию словами по внешнему сходству. В данном случае мы видим переделку и переосмысление слова по образцу близкого по звучанию слова мигрельского языка «абха», установление смысловых связей между ними на основе чисто внешнего, случайного звукового совпадения, без учета реальных фактов их происхождения. Народная этимология – это истолкование значений, которые могут возникать в сознании людей, не имеющих научной подготовки и понимающих слова по индивидуальным ассоциациям и случайным звуковым совпадениям. Для этого слово искажается и переосмысливается по образцу близкого ему по звучанию слова. Народная этимология – это ложная и наивная этимология, но она распространена во всех языках, в том числе и в грузинском. Наиболее яркими примерами народной этимологии в грузинском языке являются название высокогорной области Раача, а также название города Чаатура. Согласно народной этимологии, Раача истолковывается как выражение, что за колодец, а Чаатура истолковывается как выражение «это червь» или «что». Умышленное изменение формы или произвольное переосмысление происходит в случае слов, неясных в своем морфологическом составе. После такого переосмысления в сознании говорящего слова, ранее непонятное слово уже ассоциируется с другими словами, которые как будто разъясняют его. Но на самом деле такие перетолковывания слов являются примерами народной этимологии и не служат цели установления подлинного происхождения изучаемого слова или его научного объяснения путем лингвистического анализа.